Добрый день, друзья! Сегодня у нас первый в этом году выпуск программы «1 на 1». И я рада представить нашего гостя Алиби Идрис. И Алиби с хорошими новостями. Алиби одобрили визу. Да. Я поздравляю. Рассказывай, спасибо. Куда едешь, что будет происходить с тобой в феврале и марте. Приветствую, Вика. Рад очень, что я здесь с вами 1 на 1, без перчаток, да? Да. Да, у меня с утра хорошие новости. То, что сегодня одобрили визу в Америку. 1 февраля я должен быть в Лас-Вегасе. Там будет медицинский осмотр. И мы будем официально уже бойцом ТАФ. Ты еще не знаешь, кто тренеры, кто в команде. Мы только знаем, что там будет 2 веса. Угу. И что из Казахстана еще один боец будет. Из Казахстана, из Лиги Найза, скажем так. Чемпион. Чемпион наш. Мы, честно, горды тем, что 2 наших чемпиона попали в ТАФ. Это действительно... Это круто. Расскажи про свои эмоции, когда ты вот получил у нас бумаги, даже доказательства, когда ты получил это письмо. Что чувствовал? Да, вначале менеджер мой Мирас Paradigm Sports предложили. ТАФ 33 сезон будет. Я долго не верил, там особо внимания не обратил. Когда вот 3-й разговор был по Zoom, вот они уже сказали, вот если у тебя виза одобрят, все, ты официально уже в Лас-Вегас прилетаешь. Если медицинскую проходишь, уже все. Я рад, что сказать. Давно ждал этого момента. То там тоже рискую этим моментом Ultimate Fighter, там, потому что 2 боя ты должен драться, ты должен выйти в финал, в финале должен ты выиграть, и потом будет тебе на 6 боев UFC будет контракт. То, что рад, что без боев остался, а то уже все фанаты, болельщики просят, чтобы я выступал там, за океаном. Рахмет, большой рахмет в лиге нашему директору, нашему президенту, старшему брату Нурбек Карабала, потому что это его инициатива, что мы вместе подписали контракт с Мирасом Paradigm Sports. Вот такие новости. Будет там 57 килограмм и 77 килограмм. Тренера будет пока неизвестно, пока прилетаем. Когда вот заселят в комнату, они тогда и скажут. Вот скажи, что для тебя будет сложнее в этом шоу? Спортивная часть, ну то есть бои, или вот, как мне кажется, сложнее будет именно шоу-часть, вот эта медийная, которая тоже, как ты понимаешь, немаловажна. Ты думал об этом, что тебе надо будет себя показывать? Да, я думаю, этот момент мне сложно не будет, потому что я умею вести себя. Там у меня свой харизм есть, я могу там что-то показать, что-то сказать, да. В этом плане трудно будет, мне кажется, без тренера, без секундантов, без своих братьев, потому что они психологический настрой дают, в углу бывает, понимаешь их. В этот момент, мне кажется, рядом будет второй наш боец. Мы уже можем сказать, да, это Даниил Донченко, да. Он будет, мне кажется, 77 будет выступать. Мы будем вместе двигаться. Друг друга поддерживать. Да, друг друга поддерживать, потому что он чемпион тоже Лиги Найза, я тоже чемпион. Давно тоже общаемся, дружим. А так, в этом медийном плане мне трудно не будет. Ты английский как, знаешь? Говоришь, так, понимаешь? Когда кушать охота, найдем пару слов. Не, будем учиться, потому что мы 2 месяца были в Америке, уже много чего знаем. Будем общаться, будем практиковать. Думаю, в дальнейшем я сам хочу, у меня желание разговаривать на английском свободно. Но ты вот когда был там, ты мог уже где-то, ну вот в магазине Да, потому что я сам в одного жил месяц, без друзей, без никого. Там трудно было в психологическом плане, потому что утром, вечером сам кушаешь, сам ходишь, потом с собой взял телефон, переводчик, потом уже не стесняться, общаться. Да, там менталитет другой, когда ты вот у тебя не получается, они наоборот улыбаются, помогают, спрашивают, вот так. Вот так и научились. С утра уже у нас стабильно. Hello, good morning, have a good day, please, can I have coffee? Вот так вот. Так мы начали общаться. После спарринга общаемся, тоже сидим в парилке, общаемся со всеми. Уже в Америке менталитет другой, чем в СНГ. Тоже с Мовстером общался и в Лове. Он тоже говорит, я 3 года ходил, просто тупо, говорит, не разговаривал, ничего не учился, говорит, стеснялся, говорит. А тут начал уже
по беспределу говорит, общаться. Он уже свободно разговаривает сейчас. За 2 года, за 3 года, что ли, уже он все понимает. Вообще свободно разговаривает на английском. Да, конечно, практика и не бояться, ты прав. Но вот я, знаешь, почему этот вопрос задала? Все-таки у нас культура такая, вы очень сдержанные, никогда не позволяйте себе лишнего. Очень редко вот можно от тебя услышать какие-то провокационные реплики. Все всегда очень по-спортивному. Докажу в клетке, да, вы не привыкли, но мы все здесь такие вот шоу устраивать. Но ты же понимаешь, чтобы запомниться там, тебе нужно что-то сделать такое, чтобы запомниться. Да. И это не только твои спортивные составляющие. Готов к каким-то вот таким провокационным вещам? Провокационным вещам я не готов там задеть его там личное, да, семью, его честь, как говорят. Я 10 боев провел в Азии, я себя вел, я трештонки делал, никого не задевал. Да. И за это меня народ любит, смотрит мои бои. Даже можно взять Хабиба, он грамотно разговаривает, никому не задевает. Такие можно устраивать шоу. А так общаться, материться, там, задевает какое-то чувство, да, и самому это не позволяет. Моя религия не позволяет, мои старшие, потому что меня смотрят мои родители, моя семья, мои друзья. Я сам не предпочитаю это. Без этого можно трештокинг сделать. И мы стараемся это сделать. Я согласна. Ты знаешь, недавно совсем Нурбек рассказывал историю. Он ее неоднократно рассказывает про то, как вы познакомились и как ты вообще попал в Лигу Найза. Я хотела бы услышать эту историю из твоих уст, потому что, я думаю, наши зрители тоже слышали это от Нурбека. Начну я, что Нурбек ехал на ивент, на бои, и тогда трансляция велась по времени, и невозможно было там задержаться, да? И он увидел на улице тебя, узнал, да, по дороге, подобрал, оказывается, у тебя был бой, и по времени ты опаздывал. Второй бой должен быть у меня. Я вышел, я ждал пацанов, ахтауские братья сказали, что сами заберут, а я остался там. Потом стою, жду, пацана нет, короче. И Карабала Нурбега проезжает, и окно открывает. Ты же Алибек, ты же будешь драться? Говорит, я да, жду. Говорит, ты что, тупой, что вот так материться, короче. Я сел, он ругает, короче, мы сидим. За то, что опаздывал. Да, у тебя сейчас прямой эфир. Да. Сзади Сула сидит. Наш боец Сула сидит. Я такой тоже злой был. Ну, братан, говорю, объясняю тоже, я же. Молчать не стал, короче. Потом такой бой устроил. Его в Инстаграме был один момент, когда он как пост закинул, вот, бойцы не хуже UFC, туда-сюда. После этого у нас хорошие отношения. И когда я Кыргыза выиграл 4-й бой, Чапанах, как раз закрытые турниры были. Я сказал, там, Нурбек Карабала, у меня свадьба, туда-сюда, хочу бой за пояс. После этого начался вокруг меня ажиотаж, там, в медийном плане, там уже начали все обратить внимание уже. Ну, ты опоздал, потому что ты работал электриком, как мы знаем, да? Тогда расскажи, вот как вообще ты начал тренироваться и серьезно, и когда вот этот переломный момент произошел? Когда я учебу закончил, я работал в ресторан Фудзи поваром с утра до вечера. У нас график был такой плотный, заказы с утра с 8 до часа ночи. Конкретно была работа там. А какие ты блюда умеешь готовить? Ну, горячие блюда, короче. Все? Я хорошо умею готовить. Восточную, европейскую кухню, да? Потом я начал работать с 5:30 до 8:30 я всегда отпрашивался там на тренировку. Ну, мне хватало 70-80 тысяч тенге в месяц. Потом уже родители начали, там надо работать туда-сюда. Я хотел просто тренироваться. Потом папа звонит, что вот мы за тебя пообщались, в вахтовый поселок есть, она жил, там будешь работать. Я уже не стал, я смотрю, у меня уже вариантов нет никаких. Потом начал работать, мне не нравился никак вообще. Я уже приходил на работу, я всем говорил, я скоро уйду, я не хочу работать. Я всегда соображал, я всегда умел, учился, но в этот электрик KPI не хотел работать.
Я, наоборот, везде ходил, спал где-то, да, тарился, а вечером тренировался конкретно. Вот в 6 у нас работа заканчивается, мы в комнату идем, там переоделся, до 10 вечера я тренировался чисто. И мои старшие братья, там, которые работали вместе, они всегда сказали, что тебе надо уходить. Потом один момент, когда я сидел с папой, мы разговаривали, он хотел учиться в Алмате, туда-сюда. Потом дедушка говорил ему лопату дал на руку, иди работай, короче. Вот так, у него детская мечта есть. Вот этот момент я запомнил. Потом, когда мне уже 25 был, я вот сидел, обдумал, потом позвал на стол маму и папу, сказал, вот у меня есть мечта, говорю. У меня есть мечта, я не хочу работать. Вот честно, я ради вас работал 3 года. Дайте мне возможность выступить, там, показать себя. Если не получится, то буду работать. А я не хочу, когда мне 35, там, 40 исполнится, я не хочу чай пить где-то там, смотреть бои, сказать там, вот, я бы мог, да, такие разговоры. Я не хотел бы. Вот мама чуть сердился, там, говорил, там, ну, Балам, ты же зарплату принес, сейчас там будешь в Ахтубе жить, там, где будешь жить, вот так. А отец сказал, газуй, короче. И вот пошли, и по воле Аллаха, карантин был, такой сложный период, карантин, ничего нет, денег нет. После карантина у меня бои начались, пояс за пояс. Уже, когда я уже выиграл пояс, уже родители начали серьезно относиться. Ох, оказывается, в группах про тебя говорят. А я всегда был нестабильным. Там, здесь, короче, там пробую, не нахожу себя там. А я мама прошел, я себя нашел здесь. Я хотел драться, у меня близкие братья, вместе ходим, кушаем. Вот пояс выиграл, потом родителям сказал, что я буду жениться, давайте вместе жить, потому что у меня работа в Ахтубе. Вот переехали, вот сейчас вместе живем. 2 детей, альхамдулилля. Вот моя мечта потихоньку, вот и все. Я хочу всем молодежям, близким братишкам доказать, что обычно парень с поселка, с вахтой решил один момент себя попробовать, верил в это. И хочу доказать, что получится у всех. Ты знаешь, ты сейчас говорил, у меня прям мурашки по коже, потому что это такие классные слова, это такой... Ты вообще классный пример того, как вот эту мечту, во-первых, как это можно реализовать, а во-вторых, как надо верить в мечту. И, ну, могли же родители тебе тоже сказать, нет, работай, ты здесь стабильность есть, ты приносишь стабильно зарплату, а бои, ну, непонятно, дерешься, ты не дерешься, еще и, ну, как бы спорт такой опасный. Ну, и родителям твоим благодарны, что они тебя так поддержали. Родители такими были, сказали, они всегда не хотели, чтобы я в спорте был. Я такой был упертым, всегда был упертым. Я сказал, я пойду и сделаю. И когда я сделал, мама так радуется за меня сейчас, да, что я, ну, альхамдулилля, то, что зарабатываю так, народ уже, Казахстан знает, уважает. Так. И хочу сказать, в первую очередь, родителям и моим близким братьям, жене своей, да, то, что они по сей день верят, что, ну, конечно, сколько лет? 5 лет я уже без остановки тренируюсь там. Ну да, там 22 начал там потихоньку. Вот утром, вечером. Не так кажется в Инстаграме все красиво. У меня тоже бывают переломные моменты. С утра встаешь, иногда бывает денег нет, всякие проблемы домашние, у тебя травмы, не понимаешь, куда идешь. Вот это то, что внутри у меня было, начал там, рисковал, вот это мне дает вперед двигаться, что я хочу вот доказать всем, себе хочу доказать в первую очередь. А так, проиграл, выиграл, да, это мне давка не дает особо. Меня любят родители, меня любит моя семья, мои друзья как алиби, не как боец. Вот я 3 пояса взял, что они дома валяется. За это же меня не любят же родители. Они меня любят как сына, семья любит как алиби, друзья любят как алиби. А так я проиграл, я там свое мужество не потеряю. Я до конца хочу себя отдать, до конца хочу максимально тренироваться, максимально хочу себе показать. А там получится, не получится, дальше посмотрим. Главное не останавливаться, все.
Да, это очень вдохновляюще, действительно. Мне кажется, для многих ребят, особенно из каких-то, знаешь, отдаленных регионов, у кого нет возможности, может, получить образование, или из таких семей, где трудно дать ребенку образование. И мне кажется, мы всегда вот в Найзе говорим о том, что это понятный путь, некий такой социальный лифт для ребят, которые увлекаются спортом. Но есть же другая дорожка, она как бы такая сомнительная, и она может привести к нехорошим делам, потому что спортсмены же часто, часто попадают в неприятные ситуации. Кто-то позвал, пошли со мной на какие-то разборки, и мы знаем случаи, когда-то ввязываются в нехорошие дела, в какие-то там группировки и прочее. Но ты своим примером показываешь, что есть другой путь. Если ты любишь спорт, веришь в свою мечту, ты можешь достичь. И вот сейчас ты едешь... В Америку. Да, вот. Ты воплощение мечты. Мне кажется... И я, кстати, вспомнила, когда мы были в Актобе, как с тобой уже тогда, это был, по-моему, В каком году у нас турнир был? Турнир прошел, да, в 22-м, мне кажется. Да. С тобой же все фотографировались, даже полицейские. Ты чувствуешь эту вот народную любовь? Да, я чувствую, когда я даже пост закидываю в Инстаграме, везде, буквально бывает там 100 комментариев, из них может быть 1-2 такой негативный, да, а остальные 95% то, что народ поддерживает. Но как есть, я себе показываю, как есть. Народ любит, больше в Алмате мне узнают, чем в Актобе. Да? Серьезно? Потому что в Алмате менталитет по-другому, что-то у нас Запад такой жесткий, да, они, может, там сфоткаться и нагло тебе просить, можно с тобой вот так через них хочу, как будто кажется, для нас это нормально, а в Алмате уже чувствуешь, узнают, фоткается, не стесняется, вот такие моменты. А ты вот в Америке был, ты с кем-нибудь из знаменитых бойцов фотографировался? Тебе хотелось? Да, мы с Пантоджи мы работали, потом он чемпион, да, он сам подошел, стартинг ММА, там, Муай-Тай, говорит, да, там, ты начал с Муай-Тай, говорит, я нет, говорю, ММА база, you good fighter, you good striker. Потом я вечером подписался на него, я подписан не был, он на меня подписался, он приходит завтра, Педро Мунус объясняет, здесь three-time world champion, 10 wins, no losses. Вот так мы начали общаться, угораем, там, боремся. Конечно, я стал фоткаться с ним, со всеми, чтобы история была, показать всем. Ребята хорошие, те, кто нрав хороший, конечно, хотелось бы сфоткаться, Мовсер Мевлоем. А у тебя был какой-то вот кумир, на которого ты прям ни один бой не пропускал и смотрел? Я бы не сказал бы кумир, но есть бойцы, которые я люблю смотреть за ними, да, наблюдать, не пропускать. Мне спортивная мечта была наедине там спросить, разговаривать с Хабибом. Как он там, можно много чего можно спросить у него. Вот такая мечта, брат. Я думаю, эта мечта может осуществиться. Да, еще. да, потому что когда вот турнир в Ахтау был, Шамиль Завур приехал, вместе мы в бане были, сидели, чай пили. Такой нрав хороший у него. Старший был брат такой, общались, сидели. А вот сейчас ты за кем-то смотришь, прям вот, чтобы у тебя есть любимый боец в UFC сейчас, действующий? Любимый боец? Не сказал бы. Бывают интересные поединки, там смотрю, просыпаюсь, когда... А так за всеми казахстанскими бойцами уж слежу за Шафкат, не пропускаю бои. Потому что за них болею, переживаю, смотрю. Тем более в зале, которые старше дерутся, любые бои, Багдад, Дастан, максимально хочу быть рядом. Вы всегда, да. Да. Потому что я последний, когда Нурбек готовился, последний бой, я на Умре был с семьей. Нурбек мне часто писал: брат, когда прилетаешь, когда. Потому что подбадриваем, вместе сидим, кофе пьем, общаемся, вдохновляем туда-сюда уже. Я уже привык к ним. Багдату, Дастану, Нурбеку. Они уже рядом бывают, когда на бой готовлюсь. Как Нурбек, кстати, восстановился? Да, все хорошо. И единственное, у меня сейчас психологически должен быть там. Я ему тоже как братский совет дал, объяснил, что это спорт, лаки панч, всякое бывает.
на этом жизнь не останавливается. Мы любим тебя как брата, как Нурбека, говорю. Ты лучше, говорю. Он попал, говорю. Придет и наше время, и мы покажем. А так это спорт. Ты вот когда-то думал, представлял, что вот ты лишишься нолика, как для тебя это сложно, или ты тоже спокойно к этому отнесешься, что это просто спорт? Или ты не хочешь вообще об этом думать? Были моменты, да, когда я думал, что как будет, да, но я не хочу прям углубляться, думать об этом, надо держать нолик, да, и не могу сказать, что буду в легкую воспринимать вот это поражение, потому что я в профессиональной карьере горечь поражения не был, из-за этого не могу сказать. Я в любом случае буду благодарить Всевышнего, что он проиграл, но как-то я легко относиться не буду, то что ой, сейчас проиграю, да, выйду, да. Я буду максимально до конца зубами держаться за эту победу. Если проиграет, на то воля Всевышнего. Надо больше работать, больше думать, больше пахать, и все надо вперед, короче. Мы вот до начала записи с тобой разговаривали о том, что мне больше всего из твоих боев запомнился бой с Мадругой. И ты тоже сказал, что для тебя это был самый сложный бой в твоей карьере пока что. Самый сложный был, потому что я Джахара выиграл, да. Хороший такой медийность поймал, там все писали. Потом в какой-то момент у меня на третий пояс уже не такой был настрой на бой. Были такие моменты, что и выигрышный вот этот гонорар был не такой, и Мадруга, что мне даст, да, он там Шукатаева выиграл, особо у нее хайпа нет. Но я во всем плане был готов физически, там, но единственное, психологически не был готов. Агай знает, я ему сказал, когда месяц остался, Агай, я не готов, говорю, психологически. Да? Да. Агай так задумался, я говорю, как? Агай, говорю, во всем плане готов, говорю, вот это, у меня нету вот этого голод, что выйти, подраться, да. Много сидели с Агаем, чай пили, разговаривали, мне настрой дал, я уже сам настрой дал. Я вышел включенный такой. Ты вышел красиво, эти пояса так. За 5 боев я уже представлял себе, буду уходить вот так. Никто в зале, никто даже ходили рядом, не знали, что я буду вот так выходить. Потому что я себе представлял, вот так буду выходить, вот так вот. Я понял примерно, как он будет драться. Он будет до конца. Я должен первый раунд отпор дать ему. Вот так на бой вышел. Если бы с таким бы настроем бы вышел бы, он мог бы меня уронить или удосрочить. А я, когда вот неделю остался, я психологический настрой дал себе. Вот он будет заряженным, потому что у него голод, потому что он в Казахстане, ему надо что-то доказать. Если он меня выиграет, он хайп поймает конкретно. Чемпиона уронили, там выиграли туда-сюда. Настрой дал себе. Первый раунд такой был сложный, но вы все видели, что он в первом, третьем, пятом раунде падал, вставал, он до конца дрался. Да. Крупный был, удары были тяжелые. После него я 2 дня, что ли, не мог ходить, вот так лежал просто. Это самый сложный бой был. После этого 8, 9, 10 бой. Ну, я всегда, у меня была мечта попасть в UFC, вот это меня вперед двигало. Я всегда вышел на каждый бой, что скоро будет UFC, скоро будет UFC, я должен показать, я должен делать шоу. Вот так вот 10-0 у нас был. Вот смотри, у тебя последний бой больше года назад, да, был? 8 месяцев. 8 месяцев? Да, в мае был. 23 или 22 мая был. Я должен был драться в ноябре. Найза. У меня была проблема со здоровьем, аппендицит, там печень у меня чуть-чуть. Вот 2 месяца ушло на восстановление. Вот там не получился, и здесь у нас новость вышла. Да. А расскажи, как получилось? У тебя прям какое-то осложнение было после аппендицита? Ты долго Я прилетел с Америки и начал тренироваться. У нас акклиматизация, туда-сюда. Жако вставал вместе на спаррингах. Я помню, как он мне попал по печени, я упал. После этого у меня что-то начал, не мог спать, чуть-чуть рыдал, что-то. И в Алмату прилетело, и у меня начал вот это пульсировать, начал живот.
Пошли в больницу, они тоже не знали. Они примерно подозревали на аппендицит. Согласие дал, стою после операции, 4-5 трубок у меня стоит вот такое. Это в Алмате прооперировали? Не, в Ахтубе. Я говорю, что за беспредел, говорю. Они мне подходят, врачи говорят, то, что ты много пьешь гориллу, говорю. Вы что, говорю? Я спортсмен, вообще не пью, говорю, такие вещи. Там БАДы, не БАДы, они начали что-то. Я начал уже обратить внимание на свое здоровье, полетел в Турцию, полный чекап прошел, где-то лямтинга ушло, но они вот так прозрачно все объяснили, что с моим здоровьем. А там все нормально, говорят. Просто после Америки были у тебя там проблемы с соном, там, с питанием, да. И аппендицит дал вторично, и аппендицит убрали, говорят, сейчас все нормально, можешь там тренироваться. И начали пахать, и пришло такое сообщение, новость, что могу попасть в Ultimate Fighter. А вот ты когда очнулся и понял, что у тебя, ну, не просто там какая-то, ну, что у тебя сложная, на самом деле, операция, ситуация, у тебя были мысли в голове, что, ну, вот сейчас, может быть, ну, это приведет к тому, что тебе придется остановиться в своей карьере, и что тебе, может быть, в лучшем случае нужно будет взять большую паузу, а в худшем случае вообще оставить спорт. Думал об этом? Да, мне в первую очередь врачи напугали так сильно, что надо остановиться туда-сюда. Я раньше времени начал тренироваться уже. Я не мог остановиться, потому что, ну, не знаю. Ты себе это даже представить не мог? Да, я представить не мог даже. В психологическом плане чуть-чуть было сложно, конечно, потому что думал, сейчас будет что со здоровьем, завтра попадут опять печень, опять будет операция, что ли. Из-за этого я полетел в Турцию, чтобы удостовериться, что со здоровьем все нормально. Они все, полный чекап сделали, и все, я как новенький пошел, короче. Это мне надо было, эта операция, потому что за всю карьеру я даже чекап ничего не прошел, не отдыхал даже, просто пахал, не смотрел за здоровьем. Ну, смотрел, особо чекап не прошел. Вот этот момент меня остановил чуть-чуть. Уделял внимание в семью, родителям, друзьям чуть-чуть. Ну, 1,5 месяца отдыхал практически. То есть, как говорится, нет худа без добра, да? Все для чего-то нам дается. Вот ты сказал, Жако меня ударил. Хочу вот эту тему поднять. Ну, все же про это говорят, что они с вами очень жестко. И Сергей Морозов, и Жако мне говорили, что, ну, мы, молодежь, воспитывали жестко. У нас спартанское такое. У нас раньше были вообще беспредел спарринг. День спарринга вообще. Прям в полную силу? Полную силу. Я помню, каждый спарринг я падал. Всегда я падал от Жако. Я всегда злился на него. Ну, спортивная злость такая была. Потом они полетели в Америку. Там научились, они уже начали мягко работать. Они там понимали, уже надо работать. Это профессиональный ММА, надо помогать друг другу. А сейчас в зале такого нету, чтобы, да, уронить кого-то, да. Я всем говорю, когда вот начинают пацаны показывать, да, не то ударить, я объясняю. А раньше я дрался сразу на эмоциях. Я говорю, пацаны, это мое здоровье, говорю. И ваше здоровье, говорю, я не хочу там навредить, просто поработаем, все. Потом сейчас на характере, на эмоциях подерешься, травма обязательно есть. Это тебя откидывает на 10 дней назад. И Жако всегда мы с ним, короче, вот так растем. Вот так растем. Ну, во всем плане он сейчас выше меня. И по борьбе, и по ударке, по физической форме. Я всегда, ну, улыбаемся до тренировки, кофе пьем. Я говорю, ты стареешь, говорю, скоро я тебя заберу, говорю. Вот так, такое отношение. Но бывает, да, спарринги тяжелые, потому что это тренировочный такой учебный спарринг. Надо работать. Жанибек, Багдад, Дастан Амангелді, Жалғаш Жұмағұлов. Все вот так, Азиз Аманжолов, вот так мы вместе работаем, растем, вот так. А вот вы уже, ну, вы такое поколение, там, если взять Сергея и Жако, они самые такие, ну, возрастные у вас, ну, первое, скажем так. Потом вот вы идете, и у вас какая-то молодежь еще есть? Да, еще есть. Вы с ними погуманнее, да, обращаетесь? Не, я сам сейчас ругаю, даже перед агами бью их с этой палкой. Ого, потому значит, что бывают тоже. моменты, да, минут 20-25 опаздывать, им нормально.
А мы раньше такого у нас не было. Раньше, когда старшие вот первым пришли, да, Мороз и Жако никогда не опаздывали. Я как помню, они вот 6 тренеров, 6 приходят. В 11 приходят. Они пунктуальны в этом плане. Они всегда нас ругали, учили нас. Бывает, раз говорю, два говорю, не понимают, там, в шутку принимают. Я говорю, иди сюда. Палком даю, будем вот так ему пальцем тыкать, говорить, объяснить. Больше уже не повторять. Им объясняю, вы наш молодежь, вы должны вместе ходить, вместе там кофе попили, да. Даже вне тренировки должен ходить в баню, попариться. Вы как должны быть братьями, потому что поколение после нас – это вы. После мы завтра уйдем, вы будете расти, там вместе будете ходить на соревнованиях, сборы. Вы должны быть как братья, потому что, как я в спорт пришел, я Нурбека помню, Багдада, Дастана, и мы вот как семья держимся вместе. Вместе идем, вместе тренируемся, у меня бой. Не бывает такого, да, у меня бой, они после боя отдыхают. Да? Они сразу пришли, даже не тренируются, вместе кофе пьют, смотрят, спарринги смотрят, там подсказывают, вот так, и вместе растем. Вот так. Конечно, молодежь за нами есть. Азиз Аманжолов, Жанибек Тыншты, хорошие пацаны, сейчас растут вместе с нами. Тоже подсказываем им, переживаем за них. Потому что зал не такой красивый, чтобы тренироваться, да. Вряд ли там сейчас молодежь придет туда. Там практически условий нет. Когда уже будет у вас зал побольше? Да, уже даже стыдно уже про это говорить, там выходить, да, на эфир, там зал, дайте туда-сюда. Но если я еще сам поднимусь, там и все попаду, буду зарабатывать, я хочу строить сам зал для молодежи, чтобы они тренировались. Потому что в Ахтубе нет такого зала под ММА еще. Вот это хромает нас. Вот после того, как восстановился после всех этих, после аппендицита, и каждый день по 2 тренировки? Да. Или каждый день? Каждый день. Утром, вечером. Не даешь передышки? Нет. Я начал после операции неделю такой легкий, разовый. Потом 2 разов включился уже. Как вот только восстановился, я специально по Аллаху на умру съездил, чтобы полностью восстановиться, там отдыхать в семье. 10 дней там побывал, и все, пришел 2 разов начал. И я пробовал тяжелые спарринги, тяжелые кроссфиты, тяжелые веса. Но ничего не болит. Я все готов уже. Мне надо сейчас до 19 числа зайти в форму, и пиковую форму держать. И все. Готов. Альби, знаешь, мне еще хочется поговорить с тобой про то, одно дело мечта, и хорошо, что тебя поддержали родители, но есть же еще и финансовый вопрос. Ну вот на что жить? Ведь часто очень ребята говорят, что я хочу заниматься спортом, я тренируюсь, но жить мне на что? Мне надо работать. И вот это распутье, когда наступает, либо ты идешь серьезно, занимаешься, выбираешь спорт, и, выживаешь вначале, да, потому что средств, как правило, нет. Либо ты, снижаешь тренировки и работаешь. Скажи, какой здесь, оптимальный путь? Может быть, какой-то совет дашь? Когда это правильно сделать и как? Каждый должен пройти этот путь. Сложный путь, потому что мне за руку никто не держал и не сказал, вот иди в ММА, там будешь 10 боев выигрывать, будет 3 пояса, ты будешь вот так зарабатывать, да. Мне никто там 100% гарантии никто не давал. Я понимал, что здесь пан или пропан. Здесь ты должен рисковать, ты должен общаться со всеми, ты должен находить там общий язык, там спонсоров, да. Самому надо делать, потому что индустрия ММА такова, что ты должен сначала показать себя именно в Казахстане. Потом будет на тебя обращать внимание. И потом уже придет поддержка. Потом уже будет поддержка, да. В начале, те, кто молодежь говорит, что деньги нет, тогда все чемпионы такими были. И Шавхат тоже самое, и Асу, и Жако, и Мороз. Все ходили бедолаги, деньги не были. Когда вот они себе доказывали, всем доказывали, вот у них уже начался там спонсоров, находили вот так. То же самое в моей жизни, когда у меня 25 был, даже Нурбек помнит, Орлан сбор был в Ахтубе первый. Я тогда в Орлане не был.
Я просто тренировался, и я был радостный, что я в Орлане там вместе с парой этот сбор прохожу. Прихожу, у меня родственник дома был пустой, там жил, короче. И в этот момент я помню, когда у меня дома был фантазия печенье и молоко, лактел, короче. И больше нечего было кушать. Хотя я максимально тренировался, я сидел там, я улыбался себе и говорил, что алхамдулилля, что благодарил Всевышнего, что прохожу такое испытание, говорю, значит, скоро будет какая-то победа, да. Я помню, когда Нурбек мне общаемся, лежу, говорю, и улыбаюсь, отправляю ему, вот, кушаю фантазию. Он сразу где-то за час приходил, бургер принес, там, суши, я помню, обжоре как раз. Да. Этот момент я сильно запомнил. Такие моменты бывают, когда тебе 25, ты должен работать, ты должен кормить семью, а ты ходишь, у тебя там будущее там неизвестно, там мутно, да, а ты веришь в это. Этот момент делает спортсмена сильнее, потому что бывает впереди много проблем. Этот, который ты путь прошел, впереди такие трудности, бывает тебе легко уже. Ну, каждый должен пройти этот путь. Нехорошо, когда все готово. Он дойдет до какого-то момента, и будет трудность, он сломается. Каждый должен пройти свои испытания сам. Даже я же говорил, один момент был интервью, когда Жако готовился на Али Багаутдинова. Я пришел после вахты, после работы, с ним вставал на спаррингах. Спарринг начался, я получал, и лежал такой, все, слеза, короче, злой на себя. Агай подошел, я лежу вот так. Алиби, что с тобой, говорит? Я говорю, все нормально, Агай, говорит. Что, сильно побил, что ли? Говорит, нет, нормально, Агай. И он злиться начал. Что ты молчишь? Скажи, что там? Я уже начал злиться, Агай, не получается у меня, говорю. Ты, говорит, ты иди работай, говорит. Иди работай. Либо здесь тренируйся, говорит. Так не ходи, говорит. Вот так он сказал. Потом я вещи собрал, начал тренировку. Я уже домой ушел, короче. Нурбек звонит, выходи, брат, пообщаемся. Я говорю, брат, я не хочу, дома хочу быть. Я не достану. Давай выйдем, пообщаемся, говорит. Я вышел, они молчат. И пошли, короче, там Жако, Мороз все кушает. Вместе сели. Потом первый Мороз подошел. Говорит, Альби, все нормально, говорит. Он же готовится на Али, говорит. Нормально все, не сдавайся. Агай говорит, там, либо ты работал, либо там потренировался. Тренируйся, давай. Жако подошел, он сказал, за тебя никто будет не делать, короче. Если выбрал этот спорт, говорит, иди до конца, говорит. Это твой выбор, говорит. Если хочешь работать, иди работай. А так ты должен это сам решать. Я всю ночь лежал, думал, потом истихвар намаз сделал. С утра стою, у меня внутри огонь горит. Я хочу тренироваться. Пошел, Агай смотрит на меня, улыбается. Че, говорит? Вот так я говорю, Агай буду тренироваться до конца идти. Вот после этого момента, по воле Аллаха, получился так, что после этого через 3 недели мне бой дали на Азии. Вот этот момент, переломный момент был, но я решил, вот по воле Аллаха. И мне бой дали, я выиграл, потом на вахту ушел, там тренировался, а второй бой выиграл. После второго, 2 боя я практически половину подготовки провел на вахте. Потом уже после второго боя я все оставил, уже готовился. Наверное, у каждого, да, такой есть переломный момент, когда ты должен для себя прежде всего ответить. Да. За тебя никто это не сделает. Когда это плохо, когда тебе сложно, ты там жалуешься, да, и тебе, все нормально, сейчас исправим, вот тебе деньги, вот тебе условия, иди тренируйся. Так не бывает. Вот так будет ходить до первого там трудности, да, и все опять сломается. А ты женился в 25 лет? Да. Уже был спортсменом? Да. Я спортсменом был, у меня в то время ничего не было. Родители в Кандагаче. Я встретил ее, потом я сразу сказал, вот я такой боец, выступаю, у меня практически ничего нет, говорю. Вот у меня большая мечта, если хочешь дальше со мной жить, там, я хочу добиться всего. Она верила в это, вместе начали. И родителям сказал. Я родителям всегда говорил, я не буду вот так ходить, я в один могу день прийти, вот так, я женюсь, короче. И так и было.
сидим, общаем, чай пьем, мам, я жениться собираюсь. Да, мама такая, ты что, у нас дом ничего нет пока, ты что, подожди. Нет, я говорю, и понял, все было четко, бой выиграли, потом свадьбу сыграли, нормально, там начали жить в съемочной квартире туда-сюда. А сейчас, альхамдулилля, свой дом есть частный, там живем, 2 детей, альхамдулилля. А супруга приходит на бои, летает? Не, один момент был, когда она никому не говорила, с Хамзой вместе, с друзьями прилетели. Я поругал за это. Ты не знал, да, что она... Я не знал, что я вышел. Один момент был же, когда Жуман интервью брал, у меня сын вышел справа. Угу. А я вообще не понял. Потом ругать начал. Я не хочу, чтобы моя жена там участвовала, там ходила. Она дома, она рядом, она в тылу. Моя опора, она всегда должна быть там, где людей мало, где мужчин мало. Я не хочу показывать свою жену, там, семью, да. Они дома болеют, за меня переживают. А так потом смотрят бои твои? Да, то смотрит. Мама не смотрит только. Мама только не смотрит. Мама только ушами вот так сидит, слушает, там, выиграл, не выиграл. Вот так вот. А так семья все смотрит, папа смотрит, братья смотрят. Кандагачев поселок есть, тоже братья собираются в этот большой экран, через большой экран смотрят все. А сыну сколько старшему у тебя? Старшему 3 года уже. 3 года. Да. Ну, маленький еще. Думал вообще о его карьере, о будущем? Как в спорт будешь отдавать, нет? Я, иншалла, да, 2 буду отдавать в спорт, но чтобы они себя держали в форме, там, потренировались, росли, там, бассейн, не бассейн. Но они выберут, там, может, станет бойцом. Но я не хочу, чтобы они стали. Не хочешь? Да. Я хочу дать хороший пример, чтобы они были достойными и воспитанные. А дальше не важно, что он пастух, спортсмен. Вот. Если они выберут спорт, да, конечно, буду поддерживать, а так за уши не буду таскать. Там иди, на тебе деньги. Они сами должны учиться. Конечно, поддерживать буду, как отец, да. Но с ним сюсюкаться не буду. Потому что им будет сложно в дальнейшем. Потому что отец меня так растил, да, вот. Я лично с отца там деньги не спрашивал, там, на кино, на чего-то, да. Ну, воспитание дали мне родители, что я... Когда мне было 17-18, я уже понял, что я должен зарабатывать для родителей. Что они мне ничего не должны. У меня были моменты 16-15, да, когда я думал, почему у нас, родители мне не дают такие деньги, как друзьям, да. Они много чего сделали ради меня. И по сей день мне двигает то, что мама мне часто говорит: «Балам, я тебя верю». Вот это слово, когда у меня сложности бывают, я вспоминаю вот эти слова. Вот так. Остальные трудности жизни – это пустяки. А у тебя не было в подростковом возрасте такого бандитского периода, когда ты там на улице дрался, хулиганил? Да, совсем бывает, когда не можешь назад дать, да, надо драться, там, надо говорить. Бывают такие моменты. Ну, у меня были друзья хорошие, все там вместе выросли, даже с актюбинской братья мои. Когда у них бывают проблемы, да, они вообще нас, чтобы они максимально делали, чтобы мы там не участвовали. Ты не драчун был в детстве? Я драчун был. Я всегда был драчуном. Там старший брат был. Я всегда там что-то устраивал, бои 2 на 2, короче. Я всегда такими был. И мне всегда мама говорила: везде ты не прав. Вот так. Прихожу домой, там учителя там ругают, все, я не прав. А там она приходит в собрание, и я знаю, что мой сын не прав. Вот так. Да. Ты не прав, ты такой, ты осторожно, у тебя характер вспыльчивый, говорит. Вот это мне покоя не дало. Почему вот так? Я всегда себя останавливал. Алиби, не надо, не стоит. Сейчас будет мама обижаться. Вот так. Решил, алхамдулилля, что я в спорт ушел. У тебя правда вспыльчивый был характер? Да, вспыльчивый. Я быстро злюсь и быстро останавливаюсь. А сейчас уже контролируешь это с возрастом?
Да. Да? Приходится. А у тебя, не помнишь, когда было последний раз, ну, например, ты прям сильно разозлился, но это не в клетке где-то происходило, а чтобы там прям такую агрессию чувствовал, с кем-то хотелось? Там. Бывает, да, когда вот на улице бывает, когда с таксистами, да, там уже материться на жену, да. Бывают такие моменты, когда пару моментов был, когда я в Таиланде был, там начинает таксист вот так наглеть, вот так материться, да, жена плачет туда-сюда. Я максимально стараюсь там общаться, руку не поднимать. Потом сейчас ударишь, там что-то у него случится, ты в тюрьму, он умрет, что-то, да. Я максимально стараюсь отойти. Но я за себя боюсь всегда, потому что я не умею молчать. Mm-hmm. Я все равно что-то начинаю говорить. А учился хорошо в школе? Да, я хорошо учился. До 9 класса у меня одни пятерки были. Потом подростковый возраст не учился 10-11 класс. Потом на этот попал колледж, там красный закончил. Да. Автоматизацию управления. Я учился хорошо. А ты по-русски когда начал так хорошо говорить? Где-то, я сейчас скажу, 23-24 вот начал уже более-менее. А когда вот в город приехал, у меня конкретно были проблемы с русским языком. Начал там всегда стеснялся, даже Морозов не мог нормально разговаривать. Да, агай, да, братан. Вот так круг общения, вот так уходишь, интервью даешь, растешь, сам читаешь, надо вот вести себя, надо разговаривать, надо учиться. Сейчас стараюсь учиться. Раньше ходил, да, до 3-4 утра, да. А сейчас у меня после 11:30 уже ломку, надо спать, надо пораньше вставать. Тоже понимаешь, сейчас надо. Вот я думаю, тогда у тебя и с английским языком не будет проблем. Если думаю, вот так да. быстро начнешь. Думаю, да, английский. Расскажи, что за история была? Как у тебя паспорт украли в Америке? Вот эта история интересная. Мы прилетаем в Майами. Я с собой взял сумку, там был паспорт, Каспий карточка, потом $3000 был за квартиру. Мы пошли купить вещи там тренировочные. А там такой магазин большой, Дикс называется, там все, там Nike, все есть. Там проблема то, что раздевалку открывает и сразу закрывает, короче. Попроще, там ходишь туда, короче. И все много там раздевается, одевается. А мы стояли, я футболку одел, пошел в зеркало, посмотрел. 50 метров отошел, короче. В обратке Жако идет, говорит, мороженое будем кушать сейчас, пока там будем туда-сюда. Я все, короче. Пришел, футболку свою одел, смотрю, нету. Сумки? Сумки нету. Так смотрел, нету. Жако звонил, братан, у меня сумка потерялась. Не ты взял? Говорю, нет, говорит. Потом там ходили, потом камеры смотрели, там двое черные, короче, залазывают там. Все украли у меня. Потом на паспорт подавал опять обратно. Там посольстве в Вашингтоне был. В Вашингтоне через почту отдавали. Они мне дали обратную. Return to Казахстан. Ну, обложка такой, то, что реально потерялся. Вот так вот было. А как деньги все? Да, у меня деньги все ушло. То есть хорошо было, что Жако был с семьей. У нее жил там 10 дней. Потом вот старшие братья поддержали туда-сюда. Братья закинули вот так. А как вот, ну извини, если это такой чуть бестактный вопрос, но у тебя не было полгода боев, ты на что живешь? Ну, какие у тебя есть контракты какие-то рекламные или что? Да, у меня есть сейчас контрактный Рахмет Групп, строительная компания. Я там амбассадором являюсь. У нас ежемесячная зарплата. Мы так на год сели на договор. То, что вот так будем работать, я как доверенное лицо. Помимо этого у меня есть и старшие братья. Помимо этого я что являюсь панкратионе там национальной сборной. Оттуда поступает. Вот последний раз мы с ССО Достаном Минобороны зашли туда, там являемся, оттуда и падает. Вот так и живем. Ну, помимо этого, в основном нас поддерживает, у меня есть пару братьев старшие. Что хорошо,
Не я звоню, а они мне звонят. То, что неловкое положение мне не оставляет, они сами звонят. Вот, Алибей, у тебя когда бой, что нужно, вот так. С Караганде у нас есть старший брат Бахабратан, Сахтауа есть, Сактюбинский есть пару братьев, которые я могу в любой момент звонить, по факту там спросить. Да? У меня вот, например, на руках у меня есть вот этот Ultimate Fighter, я могу сказать, вот, братан, у меня приглашение есть, мне сейчас надо готовиться, у меня сейчас питание на такое вышло, туда-сюда, у нас братское отношение. Если у нее есть возможность, он дает. Если у нее нет, как я могу обижаться, да? У нас такое братское отношение. А вот дорого готовиться вообще к таким? Ну, то есть, учитывая все витамины, то, что у тебя тренировки, правильное питание. Ну да, я сам себе не отказываю вообще. Потому что я понимаю, что я должен выкладывать себя. Но я каждый день пью около там за 5000 тенге кофе, да, там я буквально каждый день кушаю, когда на бой готовлюсь, я закупаюсь там около 400-500 тысяч тенге еды, чисто там семга, чтобы я питался хорошо, и родители понимают. Я ухожу отдельно на месяц в квартиру. Даже мне родители говорят, что папа уже, мама говорит, что тебе уже надо выходить отдельно, готовиться надо, они все понимают. Они вклад делают. Ну, примерно в Казахстане у меня ушло за один бой, последнего 3 боя, лям 500. Подготовка, да. Потому что я себе не отказываю всегда. В Америке это все дороже намного. Все дороже. У меня в Америке за 2 месяца 6 миллионов ушло. Со всеми 6 миллионов ушло за хату, за еду, за все. Тоже не отказывали, потому что понимали, я должен здесь пахать, нормально кушать, нормально жить, чтобы результаты показывать. Ну, а ты доволен тем, как прошли вот твои, ну, можно сказать, сборы, да, в Америке? Что ты, вот, ну, условно говоря, за эти 6 миллионов оттуда получил? Какой опыт? Я опыт получил то, что не стоит перепахивать, да, мы чересчур пашем вечером, да. Они мне учили, что надо с утра грузиться надо, а вечером ты должен почти отдыхать, да, чтобы сердце не стоит уже по вечеру там максимально там в Америке час 30 отработку делает в этом плане, да. Побольше витаминов, фармакология, должен питаться, должен спать. В этот момент у меня польза пошел. Потому что до этого я просто пахал. Ну да, вечерняя такая же по силе, как утренняя, да, если не сильнее? Да. Потому что вечером уже просыпаешься, такой. Из-за этого ты должен пораньше спать и рано вставать, и на утреннюю тренировку ты должен дать акцент. В этом плане сильно помогло. И я стал чемпионом и UFC, и Bellator. И тоже мне такой уверенность дал, что я могу конкурировать с ними. Я не пожалею, я там познакомился со всеми, я там увидел там их, как живут в Америке, их менталитет. Я вырос как боец, как человек вырос там. Вот Жакупов мне рассказывал, я его спрашивала, что удивило в Америке. А вот тебя что удивило, когда ты первый раз приехал в Америку? Есть какие-то вещи, которые ты, ну, такой вау-эффект вызвали? Ты увидел, сказал, вау, ничего себе. А то меня удивило то, что там все радостные там. Да? Там правда? уходишь, все радостные, даже там бабушка идет там с собакой, да, улыбается, good morning, good day, а там все зеленые, там пальмы, все светло, конечно. В Ахтубе прилетел, бах. Депрессии не было? Грозные, да. Все грозные, уже мы привыкли с утра. А там на тебе вот так смотри, если ты заходишь в заведение, да, там такой хмурый, да, а ты там положняк, о, good morning, мистер, вот так вот вообще. Даже приходишь в зал, о, коуч, good sparring, там потренировался, все командные, вот так общаются, улыбаются, приветливые все. Ты теперь эту культуру в Актубе надо нести, тоже всем улыбаться. Надо улыбаться чаще. Я, знаешь, еще хотела с тобой поговорить о... Ну, может быть, это еще рано, о воспитании и о том, что вот, ну, семья, это же на самом деле очень, ну, ты понимаешь, очень важная часть нашей жизни. Но с каждым я бойцом об этом говорю, ну, очень у вас опасная жизнь в целом. Потому что любой, вот как ты говоришь, lucky punch, да, бывает же такой удар, который и, ну, какие-то серьезные последствия несет. Да.
Мой вопрос в том, насколько ты понимаешь, ну, насколько вот с рождением сыновей, наверное, с рождением, наверное, первого сына, стал ли ты больше думать о каких-то рисках? Или мечта все-таки, она ведет тебя, несмотря ни на что, к своей цели? Да, когда я женился, я уже понимал, что ответственность есть со мной. Когда у меня 2 детей, я тоже понимаю, что у меня 2 сына растут. Я понимаю этот момент. Я не хочу всю жизнь отдать в спорте, в ММА. Я себе поставил цель, там, до 35, до 36 буду драться, и все буду оставлять ММА. Буду просто заниматься спортом. Вот это спарринги и драться я не буду. Просто я начал вот это, да, когда-то был у меня переломный момент, когда я решил с вахты ушел, я хотел попасть в UFC, я такую выше планку поставил, я хочу добиться. Я тоже над этим думаю, работаю, я проверяю всегда свою голову, свой организм. Потому что спорт оставляешь, в один момент ты можешь проиграть, и все, от тебя все отходит. Вот тебе остается рядом буквально семья, родители, друзья, все. Те, кто там говорили, все, будем поддерживать туда-сюда. Это жизнь такая. А ты стал аккуратнее, например, что ты уже где-то не пойдешь на пролом или нет? Ну, аккуратно стал то, что я уже не буду ходить там по беспределу по ночам, да? И завтра посмотрим, что будет. Я все там амал делаю, все причины делаю. Рано ложиться, нормально кушать, проверяться, спать надо нормально, тренироваться. Травму получил, пошел там, систему получил. Вот такие моменты уже начал вникать на это. Потому что основное у нас восстановление. Конечно, без этого никак, без риска. А так будешь вот так морочить голову, там, если я упаду, если то, все это будет назад тянуть. Везде есть своя опасность. Надо рисковать, надо делать, надо думать хорошее. Знаешь, хотелось бы закончить каким-то, вот твоим обращением. Ты так классно про мечту говорил, и мне хочется, чтобы вот ты, может быть, ребятам, которые будут нас смотреть, молодым, еще раз это сказал, потому что, мне кажется, это очень важные слова про мечту, про то, что надо в это верить и слушать себя, никого, не навязанные обществом вещи, а вот именно пусть этот путь будет не такой короткий, не такой, не сразу мы приходим, да, вот ты был и электриком, и поваром, но что-то внутри, какое-то вот неудовлетворение тебя толкало. Скажи, как это понять, почувствовать и, стоит это того или нет? Оно того стоит. Потому что если бы я эту мечту оставил бы, да, я всю жизнь сидел бы где-то, работал бы не по всей воле, да, там, и мог бы сказать всем, я вот такой мог бы. И эта мечта изнутри меня покоя не давала. Потому что я понимаю, что когда уходишь от комфорта, потому что я в то время жил в комфорте. Работа есть, стабильная зарплата, но мечта остается мечтой. Я хочу себе проверить. Это то же самое Ultimate Fighter. Для меня это значит новый вызов. Там будет свои трудности на английском, тренера не будет, там в углу никто не будет. С самого одного в Лас-Вегасе. И все такие же сильные. Хорошая поговорка. Когда наступает ночь, появляются звезды. А когда наступают трудности, появляются мужчины. Говорит. Я хочу, чтобы через вот этот ажиотаж, через трудности будет победа слаще. Классно. Верьте в мечту. Хочу сказать молодежи, надо верить, надо идти до конца, надо поставить цель. Надо поставить цель, чтобы недостижимую, да, высокую цель поставить, потому что трудности будет не так уже трудно. Будет двигаться вперед. Надо всегда думать о родителях. Вот я буду радовать их. Просто не сдавайтесь, идите до конца, верьте в мечту, и иншаллах это сбудется. Потому что даже я там добился, да, чуть-чуть результата, потому что есть бойцы, есть много там примеров, да, даже Хабиб, Шавкат, Асу, Жако, они были простыми там с поселка, да, просто верили, работали, и они
Сейчас уже весь Казахстан, весь СНГ, весь мир знает про них. Я еще хотела с тобой поговорить про благотворительность, но я думаю, что почему-то не все любят про это говорить. Но на самом деле я просто хотела сказать тебе спасибо. Я знаю, что ты занимаешься благотворительностью. Ты пояс свой продал, выставил на аукцион. И, если хочешь, давай об этом поговорим. Потому что, мне кажется, такие примеры нужно озвучивать. Что даже если ты не такой богатый человек, ты по мере своих сил можешь это делать. И показывать своим примером и эту сторону. Что вчера ты был там, пил молоко с печеньками, а сегодня ты уже имеешь возможность кому-то помочь. Пусть не много, но по мере своих сил. Я некоторым братьям вот так объясняю. Я бы, если где-то бы на вахте сидел бы, да, и сказал бы, да, давайте будем помогать туда-сюда, никто бы того алиби не слушал бы. А сейчас я буду добиваться UFC, не UFC. Я буду там выходить на прямой эфир, да, там давайте поможем. Будет слушаться, будет много пользы от меня. И такой момент был с Мадруей, когда готовился, этот момент был для меня тоже мотивировал. Я представлял себе, буду третий пояс возьму и подарю Асаруме. Это тоже мне мотивацию давал вот этот момент. Конечно, хорошо же, когда пример молодежи даешь, что надо заниматься благотворительностью. Много кто есть сейчас семьи в Казахстане, которые нуждаются, им тяжело. Надо помогать, надо работать над этим. Потому что спорт оставлю. Я сам дальше хочу заниматься этим. Потому что есть много братьев, которые нуждаются, много семей, которые нуждаются. Надо помогать им. Это что, это жизнь. Завтра у тебя пояс есть, послезавтра нет. Деньги есть, послезавтра и тебя нет. Надо больше благотворительностью заниматься, хорошие дела надо делать. А так это спорт временный. А ты не должен, 35, никак не можно с тобой остановиться. Закончишь карьеру, будешь в тренерскую какую-то деятельность пойдешь или вообще откроешь свой бизнес, просто будешь для себя тренироваться? Аллах даст мне здоровье, я буду всегда тренироваться, себе в форме держать. Я люблю очень бегать. А у меня мечта была там открыть свою кофейню. Люблю кофе. Такая мечта есть. Хочу открыть кофейню. Не знаю, я найду еще чем-то заниматься. Люблю лошадью заниматься, посмотрим. Я себе найду. Потому что добьюсь своего до 35, да? И дальше не хочу рисковать за здоровье. Потому что здоровье тоже аманат от Бога. Хочу заниматься семьей, растить детей. Уже, что там, там уже дальше 40. Детей рожать еще. Вот такие у меня. В 40 жизнь только начинается. Да, по-любому. Альби, спасибо. Мне кажется, у нас такая душевная получилась беседа. Я тебе желаю взорвать это шоу. Покажи, Спасибо. что чемпион Найза, это звучит гордо. Вас там будет двое. Помогайте друг другу. Пусть все получится. Спасибо и вам большое, Рахмет, что время нашли для меня. Тоже, может, остался внутри что-то сказать. Сказал всем. Хочу опять сказать молодежи, занимайтесь спортом. Верьте в мечту, работайте. Занимайтесь хорошими делами. И большой рахмет вам. Спасибо.